Добрый день, уважаемые зрители. Мы рады приветствовать вновь вас в студии редакции «Республика». И сегодня с вами будем я, Эрик Исраилов, ведущий, и Елена Рылова, и наш интересный собеседник, председатель партии «Бютун Кыргызстан», кандидат в президенты бывший Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Адахан Кимсанбаевич, добрый день. Добрый день. Адахан Кимсанбаевич, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь хочется поблагодарить, что уделили нам время, и я думаю, что наш диалог будет интересный и актуальный. Надеюсь. И хочется спросить, вот у нас буквально недавно в стране состоялся референдум. Президент получил практически безграничные полномочия. Изменит ли это кардинально политический ландшафт? Я много раз говорю и говорил, что проблема не в Конституции, проблема в людях, которые придумывают различные редакции Конституции и начинают, опираясь, пользуясь или ссылаясь на эту Конституцию, творят то, что творят. Конституция не может быть хорошая или плохая. Конституция, она и есть Конституция. Если с 2010 года говорили, что мы парламентская страна, и писали в Конституции, что Кыргызская республика является парламентской республикой, она и никогда не была парламентской республикой. В Конституции ты 4 напиши, что суперпарламентская. Нет, этого не будет. Конституция – это общественный договор. Договор внутри одного общества. Каковым является кыргызское общество. У нас народ по ментальности опирается больше на традиции, да, на привычки. Патриархальные какие-то условия. Да, нежели на какие-то там написанные законы или конституции. Нет, абсолютно нет. Это менталитетность. Это ментальность. Это на ментальном уровне воспринимается всякое решение. Но при этом Конституция ни при чем. 1000 раз готов это доказать. Поэтому какие бы конституции ни были приняты, у нас в обществе абсолютно ничего не изменится. Я твердо об этом хочу заявить. Проблема не в Конституции. Ну и я добавлю, все-таки вы, по-моему, всегда выступали за президентскую форму устроения государства. Да. Президентская форма управления, но при этом сохранить баланс между ветвями власти. Надо четко определить, кто что будет делать, чем будет заниматься и как будет нести ответственность. В данной Конституции, как народ очень четко и правильно обозначили название Конституция, ведь я, отвечая на вопросы ваших коллег, говорил, что наши би и манапы и ханы не имели такую власть, которую сегодня имеют эти неучи. А вы не скупитесь на эпитеты? Ну, неучи, потому что грамотные люди такой редакции Конституции не принимают. Вот смотрите, у нас получается абсолютно юридический казус. Законодательные инициативы отдали Генеральной прокуратуре. Что это такое? У генерального прокурора, Генеральной прокуратуры есть только надзорные функции. Они должны четко следить, как точно исполняется законы Кыргызской республики. Это контрольный орган. Но при этом прокуратура имеет следственные полномочия. Да. Это нонсенс. Сами возбуждают, сами контролируют, сами доводят до судебной инстанции. Такого не бывает. И потом законодательной инициативой наделяется так называемый Курултай. Законодательной инициативой один человек в одном лице, 2 объекта имеет законодательную инициативу. Первое – президент. Второе – он же в лице исполнительной ветви власти, правительства. Но при этом он дает отчет, так, дежурный отчет перед Курултаем. Принцип формирования Курултая тоже неизвестно. Кто будет формировать, как будет формировать. А вообще нужен ли этот Курултай, вот на ваш взгляд? Мне кажется, мы вполне обходились. Если сильно хочется, чтобы народ именно имел своих представительные ветви власти, каковым является парламент, то надо было сделать палата представителей. И все. Проблем нет. Не надо велосипед изобретать. Но мы идем, как всегда, через
Сами понимаете. Вы знаете, вот меня всегда поражает, что власть вместо того, чтобы, скажем так, диверсифицировать политические риски, она всегда, причем, идет по пути их концентрации. Да, да. Вот эта логика меня удивляет. Вы же она мне говорите, непонятна. когда, если я говорю там неучи и говорит, что я не скупаюсь на эпитетах. Нет. Нет, дорогой мой. Каждую болезнь надо давать точный диагноз. Если ты хочешь вылечиться, если ты хочешь лечить, если у тебя голова болит, ты не должен принимать лекарства от желудка. У нас больная голова. У нас аконит панацея от всего. У нас понос. То есть все-таки каждый должен заниматься своим делом. Абсолютно, Лена. И сейчас вот у нас буквально такая тема недавно коснулась, что министр здравоохранения решил перейти в народную медицину, причем в ту медицину, которая под большим вопросом, действенна или бездейственна. Но, наверное, мое мнение на этот счет, я думаю, может, все-таки правительство хочет от каких-то резонансных дел отвести народ в другую информативную сторону. При помощи народных информационных технологий, да? Знаете, есть такой термин, как отвлекающий маневр. Но мы слишком высоко ценим наше правительство, нашу власть. Для этого надо иметь ума. Совпадение может быть. Какие-то случайные совпадения могут быть. Но чтобы именно разработать такую политическую технологию, чтобы отвлекать на ненужный предмет, для этого надо иметь ума. Она должна быть, вы знаете, во всяком случае, не так порицаемым, каковым является сегодня обсуждение этого вопроса. Вы согласны? Да. Кто только не материт этого министра, включая его босса, больше нечем заниматься. Вы знаете, весь мир борется, миллиарды средств тратят для того, чтобы найти эффективный способ лечения от этой болезни. А вот видите ли, мы сидим у себя в кабинете и буквально за 2 часа что-нибудь заварили и придумали. Самое время выдвигать на Нобелевскую премию. Также и предложили, по-моему, Да? один из депутатов предложил выдвинуть на Нобелевскую премию и дать научную степень. У нас, к сожалению, парламент превращается в центр идиотических инициатив. Это удивительно. Когда этого парламента Джапаров назвал легендарным, да, действительно легендарным, включая его самого, наверное, останется в истории как самый бездарный, как самый незаконный, нелегитимный, как самый антинародный парламент, включая нынешнюю власть. Профанация состоялась, да? Абсолютно, абсолютно. Видите, мы же из истории Древнего Рима помним, какие правители были и какой сенат был. Был такой правитель, как Калигула, своего коня своим указом назначил членом сената. В переводе на современный язык парламентарием, да? Естественно, да, это парламентское правление, это парламент, как раз сенат это и есть парламент. И лошадь Калигула официально принимал участие на заседании этого парламента. Но, тем не менее, выборы прошли, мы наслаждаемся уже их итогами. Вы, как кандидат, который были в президенты также, вот для вас стали ли неожиданностью итоги президентских выборов? Или вы были готовы? С одной стороны, да, полная неожиданность. Как Джапаров говорит, сам не ожидал такого, потому что перестарались. И второй момент, да, это вполне, это зеркальное отражение состояния нашего общества, уровня политической культуры нашего государства. Так что ж, она так деградировала, получается, буквально за несколько лет? Да, потому что, вы знаете, это абсолютная безответственность. Согласен. Когда человек решает свою судьбу, свое будущее, он должен нести ответственность. Не надо перекладывать все время на кого-то там. Вот я, мол, хороший, а правители, извините меня, там очень плохие. Так не бывает. Если ты вчера, голосуя, отдал свои полномочия,
кому-то, чтобы он вершал твою судьбу. А сегодня на местах собирается и возмущается. Почему такие решения принимаются? Да потому что ты свои полномочия передал. Ты, может быть, продал свои полномочия. Он выкупил твои права, твое будущее, да, чтобы он имел право вершать твою судьбу самостоятельно. Причем не советуясь с тобой. Вот каковым является сегодняшняя очень тяжелая, очень серьезная проблема, как межгосударственная граница. Но об этом я предлагаю не забегать, мы поговорим. Я, с вашего позволения, задам вопрос. Вот вы неоднократно являлись участником президентских марафонов. Что вы можете сказать? Наш народ вообще понимает, что именно вот эти вот точки в истории, когда проводятся выборы, плебисциты, различные референдумы, он понимает, что именно в этой точке истории вершится вся дальнейшая судьба нашей страны? У нас очень интересный Есть ли народ. такое коллективное сознание? Очень интересный народ. От выборов до выбора они прекрасно понимают. Вот 5 лет кипит, да, бушует, возмущается. Они прекрасно понимают. Но как только до выборов остается ровно сутки, впадает в какую-то полную. Прострацию, да? Полностью прострация. И они не понимают. Они начинают вести себя неадекватно. Потому что в этот момент подключается материальное средство. Деньги. Деньги, еще раз деньги. Вчера один умный, в кавычках, человек, выступая, говорит: они раздавали нам муку. Они это кто? Ну, они это власть имущие. Если в осенних парламентских выборах Биримдик и Мекенем Кыргызстан раздавали, эти же люди, переодевшись, начали раздавать за другую партию там. Так? Мекенчиль, как Садыр Джапаров говорит, что не будет принимать участие. Да, название партии не принимает участие. Но люди... Содержание тоже? Люди принимали участие. То есть на манеже все те же, да? Да, эти же люди, эти же герои у нас. Но тогда люди, которые граждане Кыргызстана, они, получается, живут одним днем. Вот сегодня взял, и неважно, что будет завтра, уеду, либо еще что-то думают. К сожалению, да. Вот это то, о чем мы с вами вначале говорили, безответственность. Коллективная ответственность порождает персональную безответственность. Ладно, я сам пойду так, а сосед все равно исправит меня, ничего подобного. А сосед думает про соседа. Я один могу согласиться, а другие все равно, наверное, будут принимать правильные решения. Нет. И в результате персональная безответственность, коллективная безответственность порождает ту власть, которую мы сегодня имеем. Но может быть еще проблема в СМИ, которые начинают очень СМИ-то сильно лоббировать ту или иную кандидатуру. У нас как таковое, вот знаете, как политические партии, как политические силы не состоялись, точно так же, как и у нас профессия журналиста там полностью со времен распада Советского Союза из года в год деградировалась, и сегодня можно сказать, что благополучно мы похоронили эту профессию. Уж очень зависимы. Во-первых, зависимые, во-вторых, очень продажные. Очень продажные. Ну, не все, конечно, мы, я надеюсь, все не относимся к этой категории. Да? Все продается, все покупается, да, любая статья заказывается, есть абсолютная безответственность за информацию. Раньше чувствовали, именно журналисты чувствовали, они держали руку на пульсе общества, что сегодня общество хочет, что хочет сегодня народ. Можно сегодня таких чувств нет уже. С целью иллюстрации добавлю один случай из жизни, а вы наберитесь терпения и послушайте. Я как-то опубликовал статью про одного высокопоставленного чиновника. В общем, этот чиновник не заставил себя ждать, позвонил к нам в редакцию и пригласил, соответственно, меня через главного редактора на беседу. После того, как я пришел, я увидел на его столе развернутую газету. И вот эти вот пассажи, вызвавшие, видимо, у него особый гнев, были выделены красным маркером. Пригласив меня присесть напротив него, он завел со мной диалог.
Я же, набравшись терпения, стал слушать. Вот он задает мне вопрос. Сколько тебе заплатили? Я говорю, ну только мой трудовой оклад. Он говорит, ну сколько тебе заплатили, скажи. Я говорю, да нисколько, вот только трудовой оклад и все. Ну с кем ты аффилирован? Я говорю, вы знаете, тоже ни с кем. Я говорю, вы аффилированы, потому что вы член партии правящей. Я таковым не являюсь. То есть к чему это все говорю? У человека даже мысли не возникает в голове, что кто-то может это все делать из соображений идейных по собственному наитию. Эрик, это не только трагедия среди журналистов, нашего политикума. Не среди журналистов. Вот, допустим, у нас в центральном аппарате Бетон-Кыргызстан работает очень много молодежи. И к ним тоже подходит, говорит, сколько платят, сколько вы получаете. Они говорят, мы по убеждению. Так не бывает. Потому что чем ниже, скажем, интеллектуальная составляющая, тем выше у него всякое воображение. И степень продажности. Безусловно. Безусловно. Потому что истинную свободу дает только образование. Конечно. Истинную свободу. Высокообразованный, высокоинтеллектуальный человек ни за какие деньги никогда, ни за что не согласится что-то там сделать так, чтобы было против совести, против истины. Так? У нас же абсолютная безответственность. Ведь так называемые фейковые новостные какие-то там страницы, особенно в интернете, она у нас каждый день появляется под разными там названиями. И причем за ними, вы абсолютно правильно говорите, что за ними стоят большие такие начальники, чиновники, о ком мы сегодня говорили. И сегодня создается специально, ведь Джапаров-то заявил, что лежа там, а там свобода, говорит, полная, да? Свободных времени много, да. Он создал сколько-то там аккаунтов. Да. И в каждом аккаунте от 50 до 200 человек зарегистрированы. Сетевые группы, да? Да. И он гордится этим. И он гордится, потому что... Может быть, это единственное достижение в жизни, поэтому он так и гордится. Нет. Вы знаете, было бы хорошо, если бы они занимались созидательной деятельностью. Ведь его же активный еще участник кричал на весь мир, что именно сидя в кабинете, говорит, не выходя, сидя дома, мы авторитет Мадумарова опустили до 6%. Он орал, кричал, он гордился. Ведь неподготовленное общество не может правильно использовать ту или иную информацию. Это очень пагубно. Сегодня не надо вести войну именно там с автоматами, там, с гранатами там, в руках. Сегодня идет информационная война. Информационная война. Посмотрите, между мощными державами идет мощная фейковая информационная война. По поводу фейков, тогда я тоже поинтересуюсь. Вот опять же, перед выборами было видео, наверное, вам известно, у вас якобы вы встречаетесь с представителями европейских стран, которые спонсируют вашу агитационную команду. Лена, и вы вообще... путаете. А? Вы путаете. Не со мной. Или это фейковые все-таки? Нет, это даже фейковое не может быть. Почему? Потому что народ все-таки не до такой степени глуп, чтобы показывать Мадумарову, что он сотрудничает. То есть это даже не вы были? Это не про меня, вы путаете, были другие кандидаты. Много было видео разного характера. Меня обвиняли в том, что я слишком пророссийский. Меня обвиняли. Наоборот. Потому что я где-то там около 2 недель оказался в Москве и встречался с своими нашими с вами соотечественниками. И российские журналисты задавали вопросы. Естественно, было интересно им задавать вопрос, как вообще обстоят дела, политическая ситуация в Кыргызской республике. Потому что Кыргызская республика – это не чужая, совсем не чужая республика для Российской Федерации. Это стратегически важнейшая зона интереса Российской Федерации, Центральной Азии в целом, а в частности Кыргызская республика. Поэтому это естественный интерес.
И я отвечал на вопросы. И наши здешние начали поднимать шумиху, что Мадумаров занимается не тем, чем должен заниматься. Да, я смотрела это интервью. И поэтому, вы знаете, проблема не в том, что с кем встречаешься, о чем говоришь, проблема в том, что кто встречается. Вот, допустим, те же слова, которые, если бы, то, что я говорил, если эти же слова будет говорить эти неучи, возносятся до небес. И эти ярлыки уже становятся... Безусловно, эти ярлыки становятся уже достоинствами. Угу. Понимаете? Да. Ведь уже, как бы ни говорили, что низость чувства собственного достоинства, общество начинает потихонечку просыпаться. И начинает понимать. И начинает разбираться. И то, что сегодня валом идут информационные потоки, как вы называете, фейковые, уже народ не верит. Потеряла доверие. Вы не помните, наверное, что в середине 80-х в подвалах были видеофильмы. Крутили. Джеки Чана, Чака Норриса, там, и Ван Дамма. Там. Это были запрещенные фильмы. И народ по 10 рублей валом в очередях стояли, ходили туда, смотрели. Через 2-3 года никто, ни один человек не стал ходить туда, потому что они поняли, что это не цивилизация, это канализация. Они насытились этими играми, такими фильмами, там, уже насытились. Сегодня уже бесплатно поставишь, никто не смотрит, не пойдет. Поэтому мы должны пережить этот этап. Ну, это как запретный плод сладок. Когда запрещают, почему-то хочется всегда это, наверное, попробовать. Или ради интереса даже, наверное, какого-то. Может быть. Хотя у нас в Кыргызстане ничего не запрещается. Да. Бери сколько хочешь. Пиши сколько хочешь. Говори сколько хочешь. Нет, но вроде сейчас в последнее хочешь? Время начали все-таки... Я об этом и говорю, что начинает просыпаться. Ведь спрос рождает, потребность рождает продуктов. Да? Если сегодня вот эти вот фейковые новостные какие-то там информации уже не пользуются авторитетом и не находят нужную почву, они уже исчезнут скоро. Как класс, как явление исчезнет. Сегодня вы опять, наверное, не помните, что супруга первого президента создавала фонд благотворительный. Ну как же не помним, конечно помним. Да. Лену я имею в виду. Да. Нет, я тоже. Молодые ну и тем не менее застали чуть-чуть. Да. Вот. И сегодня абсолютно один к одному создаются аналогичные фонды. История повторяется в настоящем. Здесь нет ничего удивительного. Повторяется, знаете, в уродливой форме повторяется. Уродливой. Сегодня, по-моему, я забыл, кто-то из великих мыслителей говорил, человечество, сущность человека заключается в том, что мы из истории не получаем уроков. Уроки истории ни к чему не учат. Перефразирую, история не учит социальной мудрости наших политиков. Но социальная мудрость политиков это громко сказано, потому что социальное слово это общественное. Да. Опять те же грабли. Опять те же грабли. Но каждый политик должен быть индивидом. Он должен быть неповторимым. Он должен быть штучным экземпляром. Но, к сожалению, у нас, вы помните, мы с вами говорили на эту тему, когда Дитрих Геншер Владимиру Путину говорил, что после Черчилля, после де Голля в Европе политиков не остались. Да, помню. Деградировались. Настолько нивелировались. Вы берете слишком высоко, я бы сказал, вот про наш политикум. Ну, как минимум, наши политики, они не должны быть просто хотя бы посредственностью какой-то. Но для этого он должен быть штучным. Должна быть какая-то индивидуальность. Я уже не говорю о политической субъектности, просто об элементарной индивидуальности. К сожалению, индивидуальность, она очень многострадальна. Если ты не похож на кого-то или на других, ты уже выглядишь как террорист. Понимаешь? Ведь еще один мудрый человек говорил: вы зря обижаетесь на них.
что вы ничего против них не сделали, а они вас ненавидят. Вы ошибаетесь. Вы сделали очень многое, потому что вы не похожи на них. Страшно? С одной стороны, да, с другой нет. Вот так вот. Здесь я могу сказать одно, может быть, на этот счет даже нормально, что человек испытывает какие-то амбивалентные чувства. Это же от уровня самого человека зависит. Вот, допустим, я хочу дышать свободно. Я хочу жить так, как мне нравится. Что мне даст такую свободу? Во-первых, это воля. А воля откуда появляется? От убеждения. А убеждение на чем основывается? На вере, да? А вера откуда? Неиссякаемой вере. Да. Даже а вера не просто откуда? вере. От знания. Опять-таки мы возвращаемся, И от что Бога. истинная свобода – это образование. Высокообразованный человек, он не может быть рабом. Конечно. Он не может быть как бы рад служить, но тошно прислуживаться. Он никогда не будет прислуживаться. Конечно. Категорически никогда. Ведь говорят же там, лев сильнее волка. Так? Тигр сильнее волка. Но волк никогда не выступает на цирке. Ну, в контексте тогда сказанного я спрошу у вас. Вот вы работали при господине Бакиеве. Да. Вам, вот скажите откровенно, вам тошно было служить там или нет? Я дважды подавал в отставку. Потому что было тошно. Я Было дважды невозможно. уходил с поста с государственного секретаря. Но вы же были в оппозиции, да, практически всегда. Я был свой среди чужих, чужой среди своих. И вы отказывались вроде тоже. Исполнять категорически. Да. И за это я получал. А вот сейчас нынешняя власть предлагает вам занять какой-либо пост, должность? Лена, журналисты очень часто задают вопрос, вам предлагают. Да пошли они к черту со своими предложениями. Предложения бывают разные. Во имя чего? Вот, допустим, предлагает тебе должность. И что ты должен делать? Во имя там? народа вы как грамотный специалист помочь стране. Чтобы во имя народа работать, власть должна быть народной. А вы не считаете, Антинародная, вы её не антинародная. считаете легитимной действующей? Нет, абсолютно. Я и начиная с Атамбаева считал нелегитимным. Но при этом вы же поехали представителем в Ты Турцию. уже который раз этот вопрос задаешь, я тебе Задаю, уже устал да. отвечать. У меня этот- в голове на этот не вопрос. укладывается просто. Вы говорите, что это Это не власть... государственная должность, во-первых. Ну, Атамбаев подписывал с нашей стороны. Назарбаев подписывал, Эрдоган подписывал, Алиев Ну, Адахан подписывал. Кимсабаевич, но если бы Атамбаев не подписал, вы бы не поехали. Если бы Эрдоган не подписал, бы я не поехал. Это- Если бы Назарбаев не подписал, Это не поехал. казуистика. А? Это казуистика. Ну о чем я говорю? Это решение 4 президентов. Так что это не является государственной властью. Вы как грамотный человек должны посмотреть реестр государственной власти. Да. Я 12 лет, ни одного дня в государственной службе не работаю уже. 12 лет. Ни одного часа не работаю. Хотя каждый день про меня пишут, наверное, в разы больше, чем действующие неучи. Понимаете? Почему? Потому что власть видит какого-то объекта, который представляет огромную угрозу. Так ведь? Ну, скорее всего. Ведь мы часто говорим тогда, когда или слишком любим, или слишком ненавидим. Может, это такая любовь? А равнодушие, да, Изощренная, да? а равнодушие – это полное, абсолютное равнодушие. Живой человек, неживой, там он есть его, нет его, абсолютно. Вот депутат 6-го созыва, который покинул в протестном порядке этот созыв Исхак Масалиев, говорит же, он в своем публичном выступлении говорил, из 120 депутатов своих коллег, он 4,5 года работал в парламенте, говорит, максимум зная 40. 80 депутатов я коллег своих, говорит, категорически не знаю.
Не узнаю, говорит, я не знаю их. Это о чем говорит? Потому что это, вот эта часть, это аморфная часть. Это абсолютно бесполезная часть. Это ненужный пласт. Как можно представить, да? Работая в одном парламенте, сколько там из 40 человек из 100, это 30%. 70% не знаешь. Мы раньше знали каждого депутата, от какого района, у него какая профессия и какие заслуги перед народом, чтобы его избрали народ. Мы каждого знали, его биографию знали. А сегодня-то никого не узнаешь. То есть на сегодняшний день часть просто для галочки находится там. Для своей личной галочки. Поверьте мне, многие из них, подавляющее множество депутатов, они не понимают, почему они пришли туда, чем они должны заниматься. Они не представляют. Но это же не детский сад, где ребенка учат. Детский там сад, именно все, детский да? сад. Когда их избрали, небезызвестный Джейнбеков заявил же, мы их на месяц отправим на Иссык-Куль, чтобы обучать их. Это экс-президент такой? Нет, а кто это был? спикер. Это Аслыбек Джейнбеков заявил. Ну так отправили? Отправили на Иссык-Куль. Обучили? Ну, Но видимо, толку еще ноль? Не доучили, да, чему-то? Это бесполезно, потому что их школа еще не смогла научить их. Вот Надо мы- было глубже брать, да? Да. Вот мы удивляемся. Ну а что мы удивляемся, если сегодня даже министр у нас говорит, что аконит является средством эффективным против лечения коронавируса? Я вот просто думаю, давайте поиронизируем на этот счет. Вот вы можете представить, вот он сказал, что господин Джапаров сам рассчитывает там дозировку. Определяет дозу, да. Да. То есть я вот И думаю, варят они вдвоем. варят вдвоем, да? Как Да. они этими парами сами не отравились? Это же яд, насколько я знаю. Так я вот думаю, может быть, они варят еще и, разговаривая между собой, комментируют предсказания Нострадамуса еще? Они колдуют. Ужас. Поэтому- Ну это же Адахан Кимсанбаевич. Может тогда... Форма не то место средневековой занимают? дикости же вообще. Это ужас же. Ну, Это же позорище на весь мир. и что? Ну что, слов нет, одни эмоции говорят в таком случае. Пожалуйста, это уровень нашего Уровень, да. Уровень. государства, уровень нашего общества, уровень ответственности. Это я всегда говорил и абсолютно в этом уверен, что власть — это прямое зеркальное отображение общества любого. То есть мы народ, мы заслужили, да? Да, конечно. Такое правительство. Да. Вот я Вчера одна женщина выступает в адрес человека, который сегодня решает пограничные вопросы, говорит: мы молились за тебя, когда ты болел. Ведь для них же мода стала, если они болеют, то обязательно там сфотографируются и выкладывают, что помолитесь за меня. Да. Помолитесь за меня, чтобы я быстрее выздоровел. Это что, каменный век? Что? Это уровень? Из крайности в крайность. Это способ, я так думаю, это способ коммуникации, наверное, со своим электоратом, может быть. Это комплекс неполноценности. Может быть и так. Да. Может быть, и Это так. комплекс неполноценности, обратить на себя внимание. К сожалению, сегодня вызывать жалость становится государственной идеологией. Вот этот момент меня тоже глубоко удивляет. Вот когда я разговаривал с людьми в повседневной жизни, я спрашиваю, чем был опосредован ваш электоральный выбор? Вот при выборе того или иного кандидата. Так. Все говорят, ну вот один товарищ, он пострадал. Я говорю, слушайте, ну а какое отношение страдания имеют к системе госуправления, где первостепенное значение имеют все-таки компетенции профессиональные? Но если по такому принципу, тогда надо выбирать самого страдающего и сажать в кресло. Надо исключительно выбирать из детских домов. Тогда или так. Потому да. что они вообще родились без родителей. Да. Они не познали ни материнской ласки, ни отцовской любви. Нет. Из детских домов. Если вот чувство жалости, уровень чувства человеческой жалости, это в первую очередь это инвалидам. Это те, которые родились в
физическими какими-то недостатками. Вот это и есть уровень жалости. А по отношению к власти, ведь они возвели в ранг государственной идеологии, пожалейте меня, помолитесь за меня. Так ведь? Мне кажется, это уже просто спекуляция, элементарная спекуляция. Это полная спекуляция. Просто народ этого не А кто понимает. подкупается? Подкупаются простодушные люди, которые не искушены, может быть, в каких-то вот этих хитросплетениях. А их, извините меня, 80%? Ну, может быть, и Получается так. А так, почему вы наверное. исключаете, конечно? Извините меня, это какое общество тогда? Как говорил Иосиф Виссарионович, помните? Других писателей у меня для вас нет. Поэтому Ну вы, да, как политик, прекрасно знаете, что К приходится сожалению, работать с Алексея тем Максимовича материалом. нету сегодня. Да, нету. Так? Нету. Для того, чтобы Иосиф Виссарионович так говорил, должен быть и Алексей Максимович. Ведь, смотрите, я буквально позавчера закончил потрясающую книгу Эдварда Резерфорда. Роман называется «Сарум». «Сарум» – это историческое название нынешней Солсбери, английской. Он описывает там историю, начиная 7000 лет тому назад, заканчивая с 18 веком. И в чем же фабула этой книги? Фабула этой книги называется, смотрите, король Эдмунд выгоняет всех ростовщиков, выгоняет, практически истребляет. Почему? Потому что они верили, в неудачах английского королевства виноваты ростовщики. Почему? Потому что это антихристианское явление. Это Богом осужденное явление. Это ростовщичество. В этом он прав? А? В этом он прав? Ростовщичество осуждается вообще насколько? Она разлагает общество. Понимаете? Там, где человек гоняется исключительно за прибылью, у него нет чувства Родины. У него пропадает ответственность. И он поставил диагноз: во всех грехах Англии он считал, что это банкиры и ростовщики, которые деньги выдают за определенные проценты, мздоимство. Это, между прочим, и христианством жестоко осуждается. И исламом тоже. Исламом вообще. И в Но христианстве, и в чувство исламе. патриотизма должно же воспитываться с пеленок, с молоком матери. Лена, я к чему нас это говорю? Нет этого. Привожу пример. Вот теперь ищите в этом истину. Переведите эту ситуацию в нашу сегодняшнюю современность. Ведь духовно-нравственное разложение общества порождает то, что мы сегодня имеем. Это абсолютная безответственность власти. В день 2 раза врут. Ничего, нормально. Ведь Люди же простят, да? что власть обещала? Да, мы выборы закончим в декабре. Нет, дорогие мои, не получается у нас, оказывается. Давайте мы выборы будем проводить в январе вместе с президентскими. Нет, и так не получается. Нет, мы закончим, давайте в марте. Март прошел, говорит, давайте к маю мы закончим. Вот май на носу. Но с другой стороны, Адахан Кимсанбаевич, может быть, это и хорошо, что они вот так вот пролонгируют способы, скажем так, одурманивания населения. Это Может быть, за уже этот период... другая опера, из оперы там политические технологии. Но Да. сам факт того, что каждый раз обещать и отказываться от своих слов, остается фактом. Это же хорошо, народ видит. Народ видит. И что? Суть Ну этой что, власти, завтра суть. опять выйдут на площадь и Завтра начнется опять деньги будете беспорядок? играть, дорогой мой. Да? Завтра деньги будете играть. Мы который раз выбираем и президента, и парламента, и что? От выбора к выбору становимся умнее. Вот посмотрите на городские выборы. Да. И что? Одни сумчатые. Да. И что? Ничего. Вот все перекрасились, Перекрасились. побежали, Побежали. но герои-то одни и те же. Одни и те же. И все. Вот И это что очень теперь даже обижаться? хорошо. На кого обижаться? Да, ну, мы не обижаемся, мы делаем выводы, вот я в частности.
Ну, поскольку я считаю себя человеком маломальски, по крайней мере, понимающим в этих делах, я считаю, это очень позитивный процесс. Так. Потому что вот все эти движения, о которых вы сейчас сказали, позволяют нам сделать вывод и поставить закономерный вопрос. А чем тогда существующая власть отличается от предыдущей, которую эта же власть и осуждает? Тем, что нынешняя власть намного хуже, чем предыдущая. А здесь я согласен с вами. Вот чем отличается? Вот этим отличается. Во-первых, хуже, чем прошлая власть. Во-вторых, более безграмотная, чем предыдущая власть, более безответственная, чем предыдущая власть, и более по-хамски ведут себя, чем предыдущая власть. Вот этим и отличается. А вот ваши прогнозы, как вы думаете, задержатся они до конца своего срока или все-таки могут начаться опять, что народ не выдержит? Мне не верится в это, что если дальше пойдет вот так будет развиваться событие, дни, скорее всего, сочтены. Повторится, безусловно, повторится. Потому что ведь историю и закон истории никто не отменил. Как пришел, так и уйдешь. Что ты показывал своим родителям, ты увидишь от своих детей. Этот закон не отменяется ни референдумом, ни парламентом. Она не переписывается. Закон раз и навсегда. Это закон вечный. бумеранга, да? Закон бумеранга – это вечный закон. До скончания веков. Это Божий закон. Так что, прежде чем приходить, надо думать. Каким путем? Каким путем ты как, идешь да? туда. Да. Вот посмотрите, как первый президент очень радовался, что посеешь ветер, пожнешь бурю. Так радовался. Потом пришла другая власть, говорили, что мы покончим с семейным правлением. И те борцы против семейного правления, где они находятся сегодня, всем нам известно. Этот человек привел, как он говорил, выразился, протащил. С 3% до 50 с чем-то, да? Да. И что стало этим человеком, которого протащил? Где он находится? Тоже всем известно. Тоже всем известно. Вот эти люди пришли, которые шли до конца. Через букву А, да? Через букву С и А. Да. С. До конца. Аналогичная судьба ждет их. Поэтому нам надо остановить вот этот вот, как бы назвать, череду вакханалии, бардака надо остановить. А этот момент может остановить только народ, исключительно народ. Ибо нравится кому-то, не нравится, единственным источником власти в любом случае является народ Кыргызстана. В котором вы разочарованы отчасти. Знаешь, разочарование бывает и как я говорил, что этот народ до конца верит, говорит, не надо терять надежду, но надежда должна быть реальной. Ümit болуш керек, кыргыздар говорят, да? Надежда. Да, надежда умирает последней. Да, но она должна быть реальная. Я на кыргызском языке выразился так: не надо ждать, что ворона когда-нибудь станет соколом, а мул станет скакуном. Ничего подобного никогда не станет. Хоть ты 1000 лет сиди и надейся. Рожденный ползать и летать не может. Абсолютно. И поэтому я на кыргызском языке говорил: карганы шумкар деп, качырды тулпар деп, и үмит кылып олтуруш. Это самоубийство. Не надо. Киплинг же говорит: да, умей мечтать, мечтай, дорогой мой. Но не надо стать рабом мечтаний. Вот, кстати, я задам вам немного личный вопрос. Какая у вас любимая книга? А их много у меня. Ну, бывают же вот такие, которые производят, скажем так, неизгладимое впечатление и ярко оседают в нашей памяти. Есть книга «Царь»
Эдварда Раздецкого с исторической точки зрения это потрясающая книга. Это вообще такая книга, я не знаю, что для любого историка это находка. Есть книга, которую именно «Комсомольская правда», газета «Комсомольская», издательский дом «Комсомольская правда» выпустила 5 лет тому назад. «Главные документы» называется. Это 5-килограммовая, вот такая вот, как стол, книга от рождения до последней секунды жизни Иосифа Сталина. Все то, что сегодня говорили, абсолютная ложь. То, что говорили про Сталина. Я, кстати, тоже буквально недавно читал одну статью научную про то, как Сталин вообще руководил страной в поствоенный период, как он восстанавливал ее. Очень хорошо описывается. Вот буквально недавно вышла книга Сергея Тарасовича Кремлева, называется «Лаврентий Берия». Эта книга, 900-страничная книга, она в день, час в час описывает все то, что было в это время. И если эту книгу читаешь, получаешь массу информации, во-первых. Во-вторых, настолько страшное разочарование против горбачевской идеологии, против горбачевских перестройщиков. С уважением относился к генералу Волкогонову, как он описывал именно такие тяжелые, трудные дни, как «Белые пятна истории». Волкогонов – фейк номер 1 с этой точки зрения. Кстати, вот по поводу Горбачева, я как-то разговорился с одним из наших профессоров, человек очень умный. Так вот, Горбачев для него это какой-то своеобразный герой нового времени. Он так и говорит: Горбачев герой, потому что он сделал нас всех свободными. Для меня это, конечно... потому что это в свое время в умы вталкивалось. Извините меня, Иуда тоже герой. Конечно. Да? Иуда тоже герой. Да. Для кого-то. Для кого-то герой. Да. А для нормального... И Гитлер для кого-то герой. Безусловно, герой. Каждый выбирает для себя сам. Естественно, исходя из своих возможностей и исходя из своих наклонностей, выбирает себе героя. И не запретишь. А кто для вас герой? Мой отец. Всегда был, есть и останется до конца моей жизни человеком номер 1 – это мой отец. Адахан Кимсанбаевич, после лирического отступления, которое мы сделали, вы наверняка читали в прессе, что актуализировался вопрос расследования по Ольским событиям. Да. И экс-президент переходного периода Роза Исааковна Атумбаева уже дала свой комментарий по этому поводу, сказав, что не следует поднимать, в принципе, эту страницу. И, дескать, ей тоже есть что сказать. Вот как вы думаете, это все-таки какой-то исторический реванш, либо мы должны дать справедливую историческую оценку через правовую плоскость? В любом случае мы должны дать точную историческую ответственность, любому раздать. Как юридическую ответственность, так и социальную ответственность. Работало 3 комиссии, прошу заметить. Сейчас я закончу. Пожалуйста. Второй момент. Это политическое торгашество. Она оказалась в очень неловком положении. Ну, Ведь давайте она... вот так детализируем, а потом от этого вопроса будем отталкиваться. Само инициирование, возобновление, точнее, расследования, вы считаете справедливым или нет? То есть это надо сделать или не надо? Или все-таки оставить все как есть? Тогда, когда вы говорите, что 3 комиссии работали, да. Вот этой комиссии они должны были расставить все точки над «и». Но из-за того, что они этого не сделали, они тоже будут нести ответственность. Пусть не юридическую, а человеческую ответственность. Общественное порицание должно быть. В любом случае порицание должно быть. Другое дело, когда этот вопрос поднимается. Для чего знаете, этот вопрос поднимается? Вот именно во имя в этом, чего этот вопрос вот поднимается? именно в этом пункте у меня и есть какой-то скепсис, который я испытываю очень глубоко. По той простой причине, нет ли здесь политически конъюнктурной составляющей? Вот в чем вопрос. Смотрите, уровень экономического развития по сравнению даже с предыдущим ковидным годом, да? Да. 2020 годом, по сравнению, вот на протяжении там
исходя из последнего квартала, падение составляет 9%. Более 9%. По официальной, да, 9 с чем-то, и хотя... Это антирекорд. Это антирекорд, да. Это считай, что через это демонтаж, это не это демонтаж. Это через некоторое время Кыргызстан самостоятельно будет не способен выплатить социальные обязательства. Эта страна катится к катастрофе. Народ начинает понимать и просыпаться, и начинает уже предъявлять какие-то там требования. Как Лена в начале нашей с вами беседы говорила, отвлечь, чтобы внимание, надо придумать что-то, нечто такое. Ведь мы эмоциональный народ. Очень. Я в прошлый раз приводил пример. Так, на чемпионате Азии Кыргызстан вышел на 1/8, да? И все закричали нам: давайте стадион построим, давайте общими усилиями стадион построим. Я говорил, это эмоция на 3 дня. На 4-й день ни у кого не останется желания построить стадион. Нет. Мы, как кочевники, слишком, наверное, эмоциональные. Быстро поддаемся, очень быстро остываем и начинаем забывать, что было вчера. Пользуясь этим моментом, поднимать этот вопрос сегодня очень актуально, потому что из экономических каких-то там вопросов переходить на вечные там споры. Тогда чего здесь больше все-таки? Справедливости? Нет. Исторической? Нет. Либо конъюнктурности? Это конъюнктурность. Понятно. Это конъюнктурность первое. Второе. Раз вот Тумбаева заявила, не надо поднимать, если поднимете против Джапарова, Ташиева и иных деятелей, у нас тоже есть конкретные вопросы, все, поутихли. Так? Ну, видимо, так. Так. Только так и никак иначе. Никто не хотел умирать. Есть такое выражение? Есть такое произведение? Вот так вот. Давайте, ребята, жить дружно. Я тебя не буду трогать, и ты меня не трожь. По поводу жить дружно. Это торг. Насколько мне известно, как раз-таки касаемо господина Атамбаева, вроде закрыли дело по Батукаеву, и как бы его вроде должны отпустить. Но он почему-то остается все еще там, то есть это его личное желание. Тюрьма сегодня у нас в Кыргызстане это частная лавка. Захотел на некоторое время посидеть там, пока этот шумок пройдет. Пожалуйста, двери открыты. Надоело тебе? Пожалуйста, двери открыты. Это опять-таки, выходи. А как же законы? У нас, дорогая Ты слишком Леночка, романтизируешь. Ну, мне хочется надеяться, вы правильно сказали, надежда умирает последней. Мне говорили, что я последний политический романтик в этом государстве. Хотя политик должен быть отчасти, я считаю, романтиком. Да. Потому что душа болит Романтика должна быть за да. страну. Без романтизма ничего не получится. Человек в любом случае должен оставаться чуть-чуть романтиком. А у меня есть такая вера, что при жизни, наверное, я все-таки успею увидеть ту страну, которую я хочу видеть. Вот и у меня такая же вера. И у меня тоже. Я все-таки надеюсь, что мои дети, мои внуки будут жить чуть-чуть лучше, чем мы жили в свое время. У них будет больше повода, причины гордиться своей страной. Мне так хочется это верить. Ну, наверное, сейчас даже главное сохранить страну, потому что абсолютно проблематики очень много. Абсолютно согласен, что сегодня проблема не в том, что как будем развиваться, а проблема самосохранения. Сохранить суверенитет, сохранить целостность государства, сохранить незыблемые ценности нашего общества. Каковым является то, о чем говорил Эрик, это традиция, это культура, без которых невозможно быть счастливым, самодостаточным государством. Вот эти вот понятия мы, к сожалению, день изо дня теряем. Посмотрите, буквально вчера в Москве
очень много наших соотечественников собрались и провели собрание. Вот, и они, по-моему, приняли обращение по тем событиям, которые происходят у нас в стране. Это говорит о том, что этот народ, это общество имеет свое будущее. Мы очень тоже рады, что народ прозревает и будет прозревать в ближайшее время. Большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам. С вами было очень интересно побеседовать. И я надеюсь, что в ближайшем будущем мы также будем встречаться с вами, обсуждать все вот те события ключевые, которые имеют место быть в нашей политической, да и повседневной жизни тоже. Я тоже надеюсь на это. Спасибо. Сегодня с вами были ведущие Эрик Исраилов и Елена Рылова и наш интересный собеседник Адахан Кемсамбаевич Мадумаров, председатель партии Бютун Кыргызстан. Смотрите нас в ближайшее время. Большое спасибо вам. До свидания. Всего доброго.